Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Этот год в нашей стране объявлен годом семьи. 23 января президентом России был подписан указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, в котором рекомендовано субъектам установить меры социальной поддержки многодетным семьям, в том числе и по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 20% от установленного размера оплаты. О правилах предоставления льготы мы сегодня и поговорим с гостем нашей студии Сергеем Захаровым, директором агентства субсидий Республики Саха-Якутия. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о том, какие условия получения данной льготы. Настоящим порядком у нас предусмотрено я бы хотел отметить три основных условия. Первое условие – это у нас, конечно же, наличие статуса многодетной семьи. При этом здесь возраст детей должен быть 18. Если же дети учатся очно или служат в рядах армии, значит, здесь допускается 23 года. И семьи, конечно, это три и более детей. Угу. Ну, с количеством детей и возрастом их мы определились. А как на доход семьи влияет на оказание данной льготы? Есть ли какие-то необходимые барьеры, пороги? Здесь по критериев таких ограничивающих нет по доходам. Единственное, я бы хотел отметить, что наоборот, эта мера, которая позволяет оплачивать жилищно-коммунальные услуги, может влиять на другие меры. Это как единое пособие для детей, плюс субсидии на жилищно-коммунальные услуги и какие-то другие меры могут быть. То есть он в данном случае не учитывается, доход семьи? Нет. А вот если мы говорим о том, кто имеет право подать заявление на получение льготы, какие это категории? Еще раз, это многодетные семьи с 3 и более детьми. Да? Заявление может подать любой родитель, либо же законный представитель данной семьи. Угу. Тогда еще предлагаю поговорить о сроках, Сергей Николаевич. На какой срок назначается льгота и какой главный способ ее получения? По срокам здесь у нас предусмотрено такой очень удобный, на мой взгляд, способ. И период назначения, это 12 месяцев. То есть человек подает, условно говоря, раз в год, и при этом выплаты будут производиться ежемесячно на тот счет, который укажет заявитель. Сергей Николаевич, а если, допустим, с многодетной семьей проживают близкие родственники, там бабушки, дедушки, тети, либо дальние родственники, на них эта льгота распространяется или только вот на ограниченное число членов семьи? Как правило, да, у нас в жизни происходит так, что мы проживаем с родственниками, с бабушками, дедушками, как вы сказали, да. Здесь, так как мера относится конкретно к многодетной семье, относительно расходов, конечно, исчисляется та доля, которая приходится на семью по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Угу. То есть вот эта льгота, она предоставляется, насколько я понимаю правильно, на все типы жилья, и на частные дома, и на многоквартирные жилые дома? Да, здесь также нет ограничений, то есть мы все оплачиваем за свет, за газ и так далее. Поэтому... Почему спрашиваю? Потому что в частных домах же есть дополнительные коммунальные услуги, допустим, вывоз септиков и так далее. Да. Это тоже входит? Все, что касается бытовых, жилищных каких-то моментов, да, это входит в перечень. Сергей Николаевич, какой срок установлен для того, чтобы принять решение, что вот семье заявителю назначается льгота? У нас в порядке очень четкий срок. Значит, сотрудники агентства обязаны принять решение в течение 14 рабочих дней. Бывают, конечно, случаи, когда недостаточно каких-то сведений или документов. В этом случае срок может быть продлен еще плюсом 15 рабочих дней. Вот вы сказали о том, что недостаточно сведений или документов. Какие документы нужно предоставлять и вообще в каком порядке сделать заявление? Заявление лучше подавать, конечно, через портал государственных услуг Е-Якутия, который наш региональный портал. Да, во-первых, он удобный. И если такого, способ, недоступен или предпочитаете по старинке? Да, по старинке, то можно, конечно же, обратиться в офисы «Мои документы». С какими документами обращаться в офис? Перечень документов, он весьма такой простой, доступный, поэтому на портале все это указано. Я бы хотел указать необходимость наличия прописки обязательно, да, и обязательное условие – это оплата за
жилищно-коммунальные услуги, то есть отсутствие задолженности. Слушайте, а мне вот стало интересно, мы сказали о том, что если живут бабушка и дедушка, то есть на них тоже льгота распространяется. Я сказал, что это касается той доли, которая приходится на многодетную семью. А если они не прописаны, они автоматически из этой льготы уже, так, насколько я понимаю, удаляются, да? Да. Сергей Николаевич, а если вот случается такая история, расторжение брака, кто из родителей получает эту льготу? Конечно, жизненные ситуации бывают разные, да, и тот случай, который вы привели, в этом случае имеет право тот родитель, с кем прописаны дети, или по решению суда, как по факту проживают. То есть там, где проживают дети? Да. А если вот, допустим, ситуация такая тоже, я думаю, житейская практика, можно ли подать заявление на выплату для двух жилых помещений? Допустим, мама прописана в одном, папа прописан в другом, и дети тоже пополам прописаны и в той, и в другой квартире, получается. Здесь, опять же, я сошлюсь на существующее постановление, которое определяет порядок предоставления этой меры, да. Мера предоставляется на одно жилое помещение, поэтому семьям нужно будет определиться, на какое все-таки... На какое ключевое помещение. Да. А вот мы сказали о том, что с 23 января президентом подписано соответствующее постановление, практически год уже скоро пройдет. А есть ли какие-то данные, кстати, о том, сколько человек уже воспользовались подобной мерой? В республике у нас эта мера начала работать в соответствии с указом главы республики Арсения Сергеевича, да, с 1 сентября. С нового отопительного сезона, получается. Да, он совпал, и поэтому вот уже 2 месяца, на сегодняшний 31 число, да, 2 месяца уже оказываем эту услугу, и по статистике у нас получилось, что более 5500 семей, да, уже подали заявления, по которым, также более 2500 семей уже получили положительное решение, и уже пойдут выплаты порядка 14,5 миллионов рублей. 14 миллионов рублей? 14,5 миллионов рублей. Это внушительная сумма. Сергей Николаевич, а как сами жители реагируют на данную меру, что говорят? Есть ли какая-то обратная связь? Обратная связь, конечно, существует. Вообще эта мера очень долгожданная. Поэтому, по той статистике, которую я озвучил, наверное, можете почувствовать, да? А вот если, допустим, семье начислили льготы, но фактически они платят больше, можно ли сделать перерасчет? Каким способом все-таки осуществить эту меру? Действительно, каждый год, в середине года у нас повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Конечно, эти моменты учитываются, производится перерасчет, кроме тарифов, по другим причинам также может быть произведен перерасчет, да. И этот перерасчет у нас происходит при последующей подаче. Как я уже сказал, это 12 месяцев, а через 12 месяцев уже можно будет получить перерасчет. Через год, то есть получается? Да, через год. Вот если говорить о текущем, мы с вами поговорили, числе поданных заявлений, есть ли отказы? И в каких случаях отказывается? Да, бывают отказы у нас. Также статистика показывает, что около 1/3 заявлений, к сожалению, мы отказали. Да? Здесь я бы хотел 3 момента указать. Первый момент – это же наличие задолженности. К сожалению, есть такие моменты. Да? И второй момент – не подтверждается статус многодетной семьи. Да. И, либо какие-то другие случаи, когда недостаточно каких-то документов или не вовремя они были поданы. А вот вы говорите, не вовремя они были поданы, это мы о чем говорим? Возможно, это будет касаться каких-то справок относительно степени благоустройства. Бывают такие случаи, необходимо уточнить и так далее. Опять же, прописки. Сергей Николаевич, еще из актуального хочу задать вопрос. Если не ошибаюсь, со следующего года хотят ввести новую плату за МКД, которая тоже, кстати, включена, по-моему, в перечень оплаты для ЖКУ. Как-то вот эта мера касается она капитального ремонта в многоквартирных домах? Да, в перечне возмещаемых, будем говорить так, данной льготой мер, услуг также входит и сейчас входит
взносы в капремонт, и в последующем при изменении тоже, конечно, будет охвачено. Просто я спрашиваю, почему? Потому что вроде как собираются повышать плату за МКД, причем значительно, но я уверен, что подобная мера может и компенсировать эти затраты. Сергей Николаевич, давайте поговорим о том, какие советы можно дать сегодня тем, кто планирует воспользоваться этой мерой. Ну, я бы дал пару советов. Причем, я так понимаю, советов можно дать больше, чем пару, потому что это такая очень щепетильная тема. Да, ну, почему пара? Потому что они очень простые. Первый совет, это касается, конечно, способа подачи. Мне бы хотелось посоветовать, чтобы жители и многодетные семьи подавали через портал региональных услуг «Е-Якутия». Там очень доступно, очень просто и понятно. Да? И второй момент у нас, значит, опять же, порядком предусмотрено то, что, как я уже сказал, с 1 сентября идет предоставление этой меры. И если граждане подадут до конца года, заявление будет удовлетворено с 1 сентября. Потому что с 1 января 2025 года мера будет предоставляться с даты подачи заявления. А есть ли, Сергей Николаевич, какая-то горячая линия, куда можно позвонить и узнать все интересующие вопросы? Ну, у нас в учреждении, как оказывающие услуги, государственные услуги для граждан, да, конечно, существует телефон горячей линии. Кроме того, рекомендовал бы посетить наш сайт, наши официальные страницы в соцсетей, ВКонтакте, и плюс у нас очень много информации в Телеграм-канале. Ну что ж, суммируя, Сергей Николаевич, самое главное – это наличие подтвержденного статуса многодетности и наличие прописки всех членов семьи, которые хотят получить эту льготу. Ну что ж, уверен, те, кто у нас сейчас смотрит, воспользуются тем, кому нужна эта мера поддержки, ну и существенно, возможно, сэкономят на жилищно-коммунальных услугах. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.